где болельщики? Где много толпы, где шоу, где вот эти адреналин. Пишет сотни и тысячи человек. Успеваешь ли ты хотя бы все прочитать? Ваша поддержка нам очень нужна. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я беру интервью у человека, которого вы так долго ждали, Бусурманкул Абдибаитуулу. Приветствую. Приветствую. Давай начнем с самого первого вопроса, самого важного для множества твоих фанатов. Как тебя правильно называть? Для русских фанатов у тебя достаточно сложное имя с фамилией, состоящее из 3 частей. Какие варианты приемлемы? Когда полностью имя говоришь, это с уважением человеком, да, вот, например. Ну, мне приятно, когда слышат Бусурманкул, полное имя. Ну, некоторые тоже там близкие говорят, там, Буся. Вот это, ну, можно Буся тоже, конечно. Кажется, что все фанаты тебе близкие, потому что большинство абсолютно пишется так. Да. Во время боя тебя часто объявляют, когда пишут на стенде Абдибаитуулу или только Абдибаит. Какие эти части можно убирать, а какие должны быть обязательно? Я сам имя Бусурманкул, Улу это сын, а Абдибайт это мой отец. И из-за этого это Бусурманкул Абдибаитуулу. Вот так. И там полностью должен быть. Хорошо, значит, будем правильно тебя всегда объявлять, всем расскажем. Давай по поводу сегодняшнего боя. Сегодня на турнире MMA Challenge 104 Бусурманкул выиграл в достаточно тяжелом поединке против украинца, против Андрея Лежнева. И практически точно он завоевал себе бой за титул в следующем своем поединке. Мы тебя с этим поздравляем. Расскажи, как прошел бой. Бой прошел, ну, как вы видели, очень сложный. Благодаря Всевышнему мы подключили все возможности, чтобы выиграть этот бой. Я был подготовлен по всем позициям, и борьбе, и стойке. Но в первом раунде мне создал он чуть достаточно проблемы, потому что он, например, я лоу-кик пропустил как испытание, да, вот. В следующий раз будем лучше. В первом раунде было достаточно тяжело, лоу-кики пропускал. Была ли какая-то травма или просто было больно от самих ударов? Наверное, был сильный ушиб. Я готов был драться даже насмерть. Потому что это для меня, этот спорт я выбрал, для меня эта победа была большое значение. Ждет много болельщики, ждет наши болельщики всего мира, особенно Кыргызстан. Из-за этого я не хотел подводить их. И тоже у нас наша цель очень далеко, из-за этого мы не должны ошибаться, там ошибка делать где-то. В прошлый раз перед боем с Залибеком Омаровым у тебя были небольшие сложности со сгонкой веса. Ты вес, конечно, сделал, но мы помним, что это было нелегко. Как прошло это в этот раз? В этот раз отлично прошло, потому что я, когда с Залибеком дрался, до боя недели я заболел, помешал все гонки. В этот раз все было хорошо, все было по плану. И я легкостью согнал вес, но единственное, украинец не смог согнать. Он килограмм 100 тяжелее был. Ну, это спорт. Все может случиться в этом спорте. Когда вот он не сделал вес, какие у тебя были внутренние ощущения, что ты чувствовал? Не думал ли ты, что это будет его преимуществом? Нет, я не думал, потому что если сначала бы объем или там тогда слон был бы королем джунглей, да? Вот. Точно. Вот, килограмм это нормально, я считаю. Ну, там килограмм 5, там 6 это неуважительно, потому что здесь есть правила, здесь есть все, мы по плану. Ну, самое главное, я очень рад, потому что мы сделаем свою работу четко. Ты не поднимался в рейдж с ноября прошлого года достаточно долго из-за травмы. Как прошло восстановление после травмы? Не повлияло на тебя это в первых раундах, что ты давно не дрался? Ну да, конечно, было чуть давление, потому что когда долго не выступаешь, оказывается, будет такой разинца такой. Я чувствовал это. Был чуть-чуть дискомфорт и давление до боя. Утром где-то домой позвонил своей жене, и у нее ребенок 4 месяца. И она говорит, мы сейчас в торговом центре пойдем твой бой посмотреть. Это меня очень влиял. Я говорю, не пойдите. Она говорит, да, мы пойдем. И я действительно, там родители, братья, все ждет там. Была там волнение чуть. И я хотел работать по легкости. Вот первым, у нас был геймплан, чуть-чуть был нарушен этот геймплан в первом раунде. Во втором раунде я чувствовал, там, поправил.
До 2017 года ты выступал в основном у себя на родине в Кыргызстане, несколько боев в Казахстане провел. Да. Сравнивая выступления в России и у себя дома, где у тебя выступать спокойнее? Как я, Иван, я тебе в тот раз в прямом эфире тоже говорил, где много толпы, где шоу, где вот эти адреналин, я там, мне все комфортно. Например, М1 это большая организация, сколько людей пришли болеть, такое, ну, все по-профессиональному, да, вот. Это здесь мне комфортно. Не секрет, что у тебя огромная армия фанатов. Давай немножко поговорим про это. Тебе в соцсетях пишут сотни и тысячи человек. Успеваешь ли ты хотя бы все прочитать, если не ответить? Ну, я вот когда будет время там посидеть, посмотреть по интернету, ну, постараюсь посчитать, но когда много комментариев, вот эти, ну, я самое главное знаю, что наши зрители, наши болельщики всегда мне болеют и там по хорошему смыслу напишут. И из-за этого я благодарю всем фанатам, всем болельщикам, что вы есть. Ваша поддержка нам очень нужна. Очень многие хотят стать таким, как ты. Ты являешься таким примером для подражания. Что бы ты им посоветовал для того, чтобы добиться успеха? Молодые хотят стать там чемпионом или как там какой-то известной личностью там хочет стать, да, вот. В первую очередь ты должен быть себе вести по человечеству. Вот, ну, человеческие качества ты должен сохранять, свою марку должен сохранять. И надо поставить цель, и там надо поработать с этим. Будет тяжелый, но если там чисто от сердца хотите. Например, сегодняшний бой был тяжелый бой, я хотел это выиграл. Фанаты всегда тебя поддерживают, всегда во всех соцсетях за тебя болеют. Расскажи про то, как это в реальной жизни. То есть одно дело все-таки интернет, другое дело это реальная жизнь. Как часто ты встречаешь своих фанатов просто на улице? Ну, конечно, очень приятно, когда встречаешь своих болельщиков на улице, и на магазине, на базаре, или где-то там мероприятии. Мне очень приятно. Я лично, они приедут, хорошие пожелания скажут, сфотать со мной. Ну, это я хочу поблагодарить каждому из них. Я не считаю себя популярным, но это мне очень приятно. Я таким вниманием хочу добиться всех своих целей. И также, иногда бывает чуть дискомфорт, когда ты в базар съедешь или там куда-туда. Ну, это нормально. Это мне нравится. Насколько это усложняет твою жизнь, что люди подходят к тебе, наверняка хотят сфотографироваться? Я уже привык по всем этим. Иногда скучаю на этом, если честно. Там на улице не выйдешь или там как-то постоянно на тренировка, на машине съездить обратно, приедешь, иногда скучаешь, что где болельщики? Вот так. Наоборот, мне это... Так что, болельщики, вы все запомнили. Если встречаете Бусурманкула на улице, спокойно подходите, приветствуйте. Не будьте слишком назойливы, но Бусурманкула это достаточно приятно. Да, Также я думаю, что многим болельщикам было бы приятно получить от тебя какой-то презент. И сегодня я предлагаю подписать несколько программок сегодняшнего турнира и разыграть среди подписчиков нашего канала. Так что условия предельно просты. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео и... Через пару недель мы соберем все комментарии и разыграем среди откомментировавших несколько твоих автографов. И один у нас будет суперприз. Сегодня после боя я взял табличку ринг-анонсера, ту самую, с которой тебя сегодня объявляли. Мы сегодня ее тоже подпишем. Условия этого конкурса смотрите в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо тебе большое. Спасибо.